Абхазия, раскинувшаяся на побережье Черного моря, богата пышной растительностью. Среди вечнозеленых растений особо выделяется самшит. Самшитовые рощи произрастают во всех заповедниках республики. Это удивительное дерево всегда привлекало к себе внимание человека. Это растение-реликт, сохранившееся до наших дней с кайнозойской эры. Неукротимое течение времени стерло с лица планеты древних ящеров, сдвинуло материки, моря и океаны, а самшит продолжал жить. Люди дали этому виду множество имен. Букс, зеленичное дерево, кавказская пальма, гиван – все это название самшита. 300-летние экземпляры редко вырастают выше 15 метров, а 600-летние стволы не превышают 20 метров в высоту. Такому долголетию способствовали несколько факторов. Во-первых, древесина самшита очень плотная и твердая. Плотность такая, что свежесрубленная ветвь тонет в воде. Сломать самшит весьма и весьма непросто. Во-вторых, самшит ядовит. Все части растения содержат алкалоиды, опасные для жизни. Поэтому до недавних пор находилось очень мало желающих полакомиться его побегами. Во время стройки для озеленения олимпийских комплексов Россия закупила в Италии самшит из Китая, в котором было насекомое. Именно из района Сочи началось победное шествие самшитовой огневки по всему Кавказу. Ресурсы, выделяемые на защиту колхидского самшита, сейчас недостаточны, и популяция огневки продолжает увеличиваться, а ареал ее обитания неуклонно расширяется. В Европу огневка попала относительно недавно, в 2007 году, и сразу же началось быстрое распространение вредителя. Особенностью огневки является то, что на нее не действуют алкалоиды, содержащиеся в самшите. Более того, яды накапливаются в организме гусениц бабочки, делая их несъедобными для европейских видов хищников и губительными для паразитов. Завтрашний день колхидского самшита находится под большим вопросом. Вид, сумевший выжить на протяжении миллионов лет, сегодня может исчезнуть в считанные годы. Самшитовые леса относятся к так называемым редким сообществам. В таких сообществах установлены очень тесные взаимосвязи. Поэтому гибель или замещение самшита повлечет за собой цепочку гибели других видов, например, колхидских иглицы, горянки. Это, в свою очередь, повлечет изменение кормовой базы насекомых, типичных для этих мест. За гибелью насекомых последует исчезновение птиц, животных. И неизвестно, где и когда эта цепочка прервется. Более того, на сложившейся экосистеме завязан и водный баланс. После замещения влажных и теплых самшитовых лесов усилится испарение влаги с почв. Это приведет к исчезновению многих родников, а с ними ручьев и речушек. Произойдет снижение количества и качества питьевой воды. В конечном итоге все это может отразиться и на общей экономической ситуации: изменение охотничьих и рыболовных угодий, снижение туристической привлекательности. Все это крайне нежелательные последствия, не говоря уже о том, что сегодня мы рискуем потерять уникальный вид. Очередной этап авиахимической обработки самшитовых насаждений недавно прошел в Абхазии. Авиахимобработку проводят на специализированном вертолете Ми-2, арендованном у одной из авиафирм Российской Федерации. Считается, что применение авиации – самый эффективный метод борьбы с самшитовой огневкой. К сожалению, местных естественных врагов у огневки нет. Наземная обработка не столь эффективна, не везде может подойти транспорт. Наиболее эффективна авиационная обработка, тем более вертолет Ми-2 идеально подходит для пересеченной местности и предгорий. Самшитовые леса – уникальное наследие, дошедшее до нас с тех времен, когда до появления человека оставались миллионы лет. И сегодня из-за нашего безрассудства, беспечности и поспешности мы можем лишиться реликтового памятника природы. Страшно понимать, что мы можем оказаться последним поколением, которому посчастливилось застать это древнее растение.